Захар Порфирьевич Винокуров родился в семье бедного табунщика Порфирия Васильевича и его жены Екатерины 12 марта 1922 года в семье, где был он третьим из 5 детей. Учился Захар хорошо, его приняли в пионеры, затем в комсомол. Он был очень активен, всегда принимал участие во всех мероприятиях школы. Захар неплохо рисовал, писал плакаты, лозунги, был бессменным редактором школьной стенгазеты. После окончания школы в 1938 году Захар Порфирьевич уехал в город Якутск и поступил в педагогическое училище, которое закончил в 1941 году. После завершения учебы он был направлен в родной район учителем истории и географии Хатынарынской семилетней школы. А весной 1944 года в район пришло сообщение о том, что Управление искусств ЯССР и Якутский театр объявили набор молодых слушателей для подготовки в музыкальные вузы страны. Узнав об этом, Захар взял направление в райкоме и уехал в Якутск, где его зачислили оркестрантом в театр. С 1944 года по 1947 Захар поступает в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского на дирижерско-хоровой факультет. Все было бы хорошо, но состояние здоровья Захара снова стало ухудшаться. Жить и учиться в Москве стало невозможно, и он вынужден был подать заявление о предоставлении ему академического отпуска по состоянию здоровья. Захар закончил 3 курса с надеждой подлечиться дома и вернуться для продолжения учебы. Он предполагал, что сможет восстановиться, но тут случилось непредвиденное. Совет министров СССР вынес постановление о запрете приема в вузы больных туберкулезом, так как эта болезнь была очень распространена. Так он не смог вернуться в консерваторию. В 1947 году он вернулся в Якутск, устроился на работу в Якутский музыкально-драматический театр. Его приняли на должность заведующего музыкальной частью. В ходе работы он начал пробовать сочинять музыку на слова якутских поэтов. Очень важную роль в судьбе Захара Порфирьевича и становлении его как музыканта сыграл замечательный человек Семен Семенович Сюльский. Он хорошо знал Захара Порфирьевича еще со времен учебы в Якутском педагогическом училище, поскольку работал там заучем. В 1947 году, когда Захар Порфирьевич приехал из Москвы, Сюльский работал министром образования ЯССР. У Захара Порфирьевича открылась новая страница в жизни, педагогическая. Он вновь окунулся в студенческую среду, но уже на правах преподавателя. Тогда же он снова начал сочинять мелодии и пробовать себя в композиции. Однажды Захара вызвал к себе Сюльский и предложил ему написать якутские песни для детей детского сада. Талант Захара Порфирьевича как певца, как композитора начал развиваться с 1951 года. В 1955 году вышел в свет первый песенник Захара Порфирьевича Винокурова «Джел Веры Реллара». В нем было 48 песен, из них 18 песен для детей. Кроме этого, он написал музыку к пьесе «Хатын Чаранга». Композитор Захар Порфирьевич Винокуров много работал над созданием детского музыкального репертуара. Написанные им песни на якутском, русском языках по сей день изучаются и исполняются в репертуарах детских садов, школ нашей республики. Даже будучи уже неизлечимым, Захар умудрялся организовывать концерты для друзей по больничной палате или даже для сотрудников больницы. В туберкулезной больнице он сумел организовать самодеятельность, привлек больных и даже обучал желающих музыкальной грамоте и игре на простых музыкальных инструментах, как гитара, мандолина и баян. Когда он находился в туберкулезном санатории Покровска, там кто-то попросил его помочь в подготовке первого районного фестиваля художественной самодеятельности. В силу своего характера Захар Порфирьевич не умел отказывать,
и, как это часто бывало, согласился. Репетиции проходили в помещении клуба, в котором было холодно. Захар снова и очень сильно простудился, получил осложнение, а спустя некоторое время уже не мог даже встать с постели. В 1957 году, 17 января, Захар Порфирьевич умер в неполные 35 лет в Покровском санатории. На основании распоряжения Совета министров ЯССР от 22 июля 1960 года открыта Намская районная музыкальная школа с 1 октября 1960 года с 30 учащимися в 2 отделениях. С 31 октября 1963 года Намской музыкальной школе присвоено имя одного из выдающихся композиторов Якутии Захара Порфирьевича Винокурова, уроженца Хадың-Арынского наслега Намского района. Школа на основании распоряжения главы Улуса от 8 октября переименована в МОУ-ДОТ Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. В 1955 году в Варшаве состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На фестивале принимала участие народная артистка Якутии Анастасия Лыткина с песней Захара Порфирьевича Винокурова «Эгарда Ырета». Это был первый выход вокального искусства Якутии на мировой уровень. Песни Захара Порфирьевича Винокурова, такие как «Юбилей Ырета», «Догордагу Ырета», «Долгунча», «Чумпуга», «Хапталар», «Кадалыктар Кырдалара» широко популярны и любимы народом и являются классической частью музыкального народного искусства. Песни Захара Порфирьевича вы сейчас видите на экране. Разбор песни «Эйдабю». Эта песня написана на стихи поэта Ильи Дорофеевича Винокурова Чалгана, переводчика, прозаика, поэта и писателя. В ней 4 четверостишья исполняются на глубокий задушевный лад, размер 4 четверти. В песне поется о воспоминаниях минувших дней, о самых нежных воспоминаниях и о любви. Спасибо за внимание.